Здравствуйте, в эфире передача «Акцент» и я ее ведущий Григорий Фоменко. Сегодня у нас в гостях народный депутат республики, генеральный директор Саханефтегазбыт Игорь Юрьевич Никитин. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Добрый день. Игорь Юрьевич Никитин с 2006 года по настоящее время является генеральным директором крупнейшего предприятия республики по поставке, хранению и реализации нефтепродуктов ОАО «Саханефтегазбыт». Народный депутат Госсобрания Алтумен Республики 5-го созыва по набережному избирательному округу номер 6. Участвует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по набережному одномандатному избирательному округу. И начну с первого вопроса. Как правило, цены на топливо меняются с 1 января, но, как вы отмечали ранее в разговоре с Егором Афанасьевичем, с октября 2017 года до сегодняшнего дня стоимость нефтепродуктов на АЗС в республике ни разу не повышалась. И скажите, пожалуйста, стоит ли ждать повышения цен с 1 июня? Да, вы правильно отметили, что стоимость на нефтепродукты в соответствии с утвержденным порядком, она меняется 3 раза в год. 1 января, 1 июня и по итогам навигации, как правило, это 1 октября или 1 ноября. На сегодняшний день, вы знаете, из средств массовой информации у нас все так стараются привязать к политике. Вначале говорили, что будет новогоднее повышение, потом говорили, что будет повышение в марте, потом в средствах массовой информации стали говорить, что вот выберем главу государства, потом повысятся цены. Но на самом деле в этом же порядке прописана четкая формула. Математика процесса, экономика. И исходя из этой экономики, мы видим, что причины для повышения стоимости нету как таковой. Поэтому, соответственно, до 1 июня мы повышать цену не будем. Но при этом, если все-таки цена повысится с 1 июня, то сколько будет составлять рост цены? Вот смотрите, мы все ожидали 1 числа введения в налоговом кодексе 1 января новых акцизов. Но наравне с новыми акцизами, которые появились, мы получили еще и экономию за счет изменения транспортной составляющей. То есть включение нашего участка от Беркокита до Нижнего Бестяха в систему ценообразования российских железных дорог, мы получили снижение. Акцизы выросли, транспортные снизились. Общий баланс сохранился. У нас нет оснований для повышения. Сейчас мы проводим конкурс на поставку к навигации. Соответственно, в мае, когда мы этот конкурс разыграем, откроем конверты, увидим ту стоимость, которую нам предлагают наши поставщики, мы уже сможем формировать цену на АЗС и для оптовой реализации на территории Республики Саха-Якутия. Пока у поставщиков, которые нам отгружают нефтепродукты на юг республики, на Нижний Бестях, мы не видим капитального изменения цен. В очередной раз давайте коснемся той темы, как формируется цена на топливо. Я понимаю, много раз уже проговорили эту тему, но вот еще раз, лишний раз напомните жителям республики. На самом деле этот вопрос, он актуальный. Мы готовы, постоянно объясняем, даем диаграммы, графические представления для наших автолюбителей, для жителей республики. Это правильно, это помогает понять процесс. В стоимости основные критерии, которые утверждены в положении, это цена поставщика, производителя, транспортные расходы от завода до нефтебаз Республики Саха-Якутия и проценты за кредит банков. Это переменные составляющие. Они в течение года меняются. Постоянная составляющая – это доходы компании «Саханефтегазбыт». Они утверждаются раз в год Государственным комитетом по ценовой политике, и на протяжении всего года вот эта составляющая существует. Вот основные факты. Второй вопрос. Так уж сложилось, что автовладельцам зачастую, помимо высоких цен, приходится сталкиваться с проблемой некачественного бензина. Можете рассказать о том, как в вашей компании проверяется бензин,
Как вообще дела обстоят с качеством? Ну, наверное, компания «Саханефтегазсбыт» единственная компания на территории Республики Саха-Якутия, которая имеет аккредитованные лаборатории. Эту аккредитацию проводят по выбору независимые институты. Нам их назначают, мы не знаем, кто будет аккредитовать лабораторию. И они проверяют, соответствует ли набор оборудования, своевременно ли проведена проверка этого оборудования, соответствует ли квалификация персонала, не было ли искажений претензионной работы по качеству нефтепродуктов в предыдущий период. Исходя из этого, они оценивают объективность проводимых анализов и говорят, да, эта лаборатория может использоваться для качественного определения характеристик. Мы проверяем нефтепродукты сразу же, как только они поступают на нефтебазу. До момента разгрузки проводится проверка независимо, будь то автотранспорт, будь то судно, будь то железнодорожная цистерна. Отбираются анализы, проводятся. После этого принимается решение, если продукт соответствует качеству, мы его принимаем. Далее при хранении производится периодическая проверка. При отпуске потребителю и также при отпуске на АЗС также проходит проверка. Также мы проводим проверку качества топлива сторонних хранителей. Если, например, компания заключила с нами договор на хранение и привезла топливо, мы смотрим, соответствует ли это топливо качеству. Если оно не соответствует, мы его не принимаем, чтобы не было смешения нашего качественного топлива и суррогата от каких-то других компаний. Я, как и многие мои коллеги, часто бываю в командировках и замечаю, что не во всех наследках Якутии есть заправочные станции. Расскажите, пожалуйста, о планах компании по расширению сети заправочных станций на этот год. Вот посмотрите, за тот период, который существует компания ранее Якутнефтепродукт, сейчас Саханефтегазсбыт, мы построили заправки во всех населенных пунктах, где существует так называемая точка безубыточности, где заправка находится на грани самоокупаемости. Более того, мы имеем практически 30% контейнерных заправочных станций, автозаправочных станций, которые не рентабельны. Это, как правило, арктическая группа районов. Мы имели в правительстве Республики Саха-Якутия наказы жителей, полученные в период отчетов правительства, по строительству АЗС в 284 населенных пунктах. Оценив эту программу на карандаше, мы пришли к выводу, что стоимость только строительства порядка 5 с лишним миллиардов рублей. Более того, строительство АЗС или контейнерной АЗС в том или ином населенном пункте зачастую не решало проблемы обеспечения. Ведь у заправочной станции есть емкость. Это, как правило, от 40 до 60 кубических метров топлива в ассортименте. А дороги нет по 2-3 месяца. Мы привезли эти 40-60 кубов, построили заправку, привезли это топливо. Жители приобрели его, автолюбители, на охотничью технику, на моторные лодки, снегоходы, на трактора. Все, топлива нету, дороги нету, заправка стоит. Пустая. Да, смысл. Было принято решение пойти другим путем. И вот мы уже на протяжении 3 лет реализуем, построили на якутской нефтебазе пункт розлива тарированных нефтепродуктов. Они получили колоссальное распространение по территории республики, потому что мы можем привезти не 60 кубов, а столько, сколько необходимо. 5 контейнеров, 8 контейнеров. То, что позволяет некоторым наследям полностью обеспечить потребность в нефтепродуктах на протяжении даже целого года. Конечно, здесь мы отчасти выступаем как кредитная организация, потому что мы отпускаем топливо под гарантию муниципального образования, как правило. Есть на сегодняшнем этапе сбой в платежной системе, то есть не все рассчитываются так, как бы хотелось.
Но спрос достаточно велик. Особенно в эти дни мы ощущаем, когда буквально через 7-10 дней закроется дорога, по ограничению по грузоподъемности будет. Многие наши контрагенты прям денно и ношно просят, звонят, чтобы мы осуществили отгрузку. Цех работает в круглосуточном режиме. Мы собираем заявки с ноября на самом деле и отгружаем. Вот за последние 3 года мы в 3 раза увеличили объем отгружаемых нефтепродуктов именно в тарированном исполнении. Это позволяет обеспечить труднодоступные населенные пункты. Как и многие руководители, я знаю, что вы тоже активно участвуете в благотворительности. И расскажите о тех мечтах жителей, которым вы помогли исполниться. Мы ведем социальную политику. В компании, как и в любой компании акционерной, существует фонд, который остается из доходов, из прибыли, утверждается советом директоров и который направляется по решению совета учредителей, по решению руководства на те или иные цели. Мы имеем поручение и представляем в ряде попечительских советов такой производственный кластер Республики Саха-Якутия. Кластер, который помогает реализовывать программы этих советов. Это фонд Харысхал, это Национальный медицинский центр, это кадетское училище имени Геннадия Николаевича Трошева, это Национальная библиотека. Кроме этого, существуют те направления, которые мы поддерживаем сами. Существует фонд имени Афанасия Азарова, моего прапрадеда. Там мы реализуем программы по благоустройству. В первую очередь, это внутридворовое пространство, детство, детские площадки. Это поддержка общеобразовательных учреждений, как в грантовом, ежегодном варианте, так и конкурсом. Ну, например, я считаю, что учитель — это святая профессия. Мы построили когда-то памятник учителю. Гранты мы ежегодно во всех наших школах курируемых представляем выпускникам, учителям, лучшим и самым активным родителям. Это не касается только набережного округа, это касается и 28-й школы, где дети без попечения родителей остались, школы в Намском районе, в селе Хамустах, там, где мои предки жили и трудились. Спорт — очень большое направление. Вот мой друг, товарищ и партнер Иванов Сергей Иванович возглавляет Федерацию волейбола. Я возглавляю Баскетбольную федерацию Республики Саха-Якутия. Мы не ставим себе задачи развить спорт высоких достижений, выйти на мировую арену. Наша основная задача — это поддержка детства. И на самом деле не такие огромные инвестиции необходимы в это. Детям необходим стимул, возможность предоставить помещение, дать им оборудование. А что оборудование? Мяч, форма, составить график соревнований, занять их, отвлечь от дурного влияния улицы. Вот это, наверное, основное. Еще большой спектр такой помощи, которую мы оказываем, она вообще не касается, собственно говоря, ни финансирования как такового, ничего. Это помощь исключительно хозяйственная. Например, в детском саду основной персонал — это женщина. А существуют периоды, когда им просто необходимо помочь с субботником, помочь с какими-то мелкими ремонтными работами. Мы здесь рядом подключаемся к этому процессу. Ну и масса других дел. В феврале вы побывали, по-моему, в детском саду Тухчан и еще в 2 детских садах. На самом деле это не в феврале. Если взять историю взаимоотношений со всеми нашими образовательными учреждениями, она уже более 10 лет. Игорь Юрьевич, спасибо, что вы к нам пришли. Это была программа «Акцент». До новых встреч!